И снова удача. На этот раз находка обнаружена в среднем течении речки Ярылях. Закурил трубку мира. Табак отличный, сообщил о находке трубки «Мир» Юрий Хабардин. Позднее были открыты трубки «Дачный», «Айхал», 23-й съезд РКСС, «Интернациональная» и другие месторождения. Лариса Попугаева открыла первую кимберлитовую трубку под названием «Зорница». И на следующий... Мы начали нашу передачу с воспоминаний о том, как люди встретили весть о полете Гагарина, первого космонавта планеты Земля, того, кто позвал человечество в космос. И пусть запись, которая сейчас прозвучит, сделана давно, но ту же гагаринскую клятву дает и сейчас любой из наших космонавтов и космонавтов братских стран. Все мы, летчики-космонавты, готовы к решению новых задач. Готовы и те, которым еще предстоит нести свой вклад в освоение космических просторов, и те, кто уже побывал на звездных орбитах. Нашему настроению очень созвучны слова новой космической песни. Не спят в Байконуре ракеты. На завтра назначен полет. Мы любим земные рассветы, но космос нас снова зовет. Мы сделаем все, что в наших силах, все, на что способны, чтобы с честью выполнить любое задание партии, народа, Родины. Товарищи, эге билек исте хыжарга курдук, чилиге каннах пинечет булага таба берүүкән турар. Антах океануңор кинлер Америка империалистрин кытта квадран чили чулуу болун Луис Карваланы тутанлан кайга быракпыттар. Вечерний выпуск последних известий. Народное хозяйство страны успешно завершает годовую программу. Сегодня нам сообщили. В счет будущего года работает промышленность Узбекистана, Грузии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Туркмении, Литвы, Латвии, Эстонии. Досрочно выполнено годовое и дополнительное задание по производству автомобилей. Вместо этого выпущено 7000 машин. Работники гражданской авиации совершили план по пассажирскому обороту, общему объему перевозок и применению авиации в народном хозяйстве. Последняя машина в счет годового плана прошла с конвейера Минского завода. Государственная комиссия подписала акт о приеме... Билеген бәйдің қағаннағын едіндері бір көппай әпіреме. Луис Карвалан келін өтін қарағын ұта туыры ор балан әйігін кәтелілер Карвалан кәтелілер күтестар қаңының тунары әйігін Луис Карвалан.
электростанции сегодня зарегистрирована выработка 10-миллиардного киловатт-часа электроэнергии. Таким образом, энергетики успешно выполнили обязательства, взятые на нынешний год. Первая плавка проведена сегодня в новом сталелитейном цехе Новолипецкого металлургического завода. Цех не только удовлетворит потребности предприятия в стальном литье, но и будет доставлять продукцию на горно-обогатительные комбинаты к МАРУ-ды. Успешно завершен первый этап программы комплексного освоения недр и развития производительных сил Западной Сибири. О том, что уже сделано по обустройству этого региона и важнейших задачах на ближайшее будущее, корреспонденту ТАСС рассказал министр строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности СССР Щербина. Западно-сибирский нефтегазовый регион – самый мощный в стране топливно-энергетический бассейн, подчеркнул министр. Каждая третья тонна добываемой в стране нефти и третий кубометр газа – сибирский. Становлению и развитию западно-сибирского нефтегазодобывающего комплекса постоянное внимание уделяется ЦК КПСС, Советское правительство. Желин оротун, чулу олун, Луис Карваланы, Босқылур тугар, Факелла хамыны ағылығым. Луис Карваланы, Босқылың! 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 Луис Карваланы, Босқылың! 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 Tatsırda sayar kalan sarıtı sandal günüm tatsıra salgın siga tütey subu tamtarga tühüge ertüşkü ni Dağatan kavaran kallantan kalyan